Здравствуйте! В эфире программа «Вестник Харысхал». С вами Айнара Мижева. В этом выпуске мы вам расскажем о школе-интернат первого вида и о прошедших мероприятиях в городе. Каждый понедельник в Планете Kids проходит мероприятие для детей из многодетных или малообеспеченных семей. Новогодняя атмосфера, отличное настроение прямо сейчас. Что тебе здесь больше всего понравилось? Лазертаг. А чем он тебе понравился? Ну, там можно ходить, стрелять, бегать. Больше мне всего понравились тут лифт. Лифт? Да, там мультик, там очки надеваешь, и там мультик идет. Как тебе Снегурочка понравилась? Да. А атмосфера здесь какая? Клево. Клевая атмосфера? А ты успела с кем-нибудь познакомиться, подружиться? С кем? С кем познакомилась? Элли, папы, мамы и Элли. Мы не зря называемся «Планета Kids», то есть мы планета для детей. А что значит планета? Это всегда что-то необычное, интересное. Для себя можно открыть что-то новое. И когда мы только открылись в 2012 году, сразу же появилась идея поддержать и удивить не просто всех детей нашего города, республики, обязательно поддержать детей, которые социально не защищены. То есть это дети-инвалиды, это дети из многодетных семей, это дети, допустим, мам, которые находятся где-то в местах заключения и так далее. У нас единственное условие. Нам делают заявки заранее за неделю, и по понедельникам мы открыты для таких детей, потому что для каждого ребенка детство должно быть настоящим, радостным. Я всех поздравляю с наступающим Новым годом, приглашаю к себе в Планету Kids и обязательно жду детей, которые нуждаются в социальной поддержке. Приглашаем вас по понедельникам, исключений нет даже в праздники. Желаете нашим телезрителям в честь наступающего Нового года? Ну, чтобы они больше сюда приходили, справили Новый год прямо здесь. Ну и чтобы их больше радости, счастья. Я желаю нашим зрителям здоровья, счастья и доброту. Во Дворце детства прошел концерт под названием «Солнечный мир». Участники продемонстрировали зрительному залу свои достижения за уходящий год. Смотрим! Сегодня большой концерт нашего центра «Солнечный мир». Вот такие концерты нужны для детей, чтобы они более раскованными были. Ты у нас сегодня ведущая. Как проходит мероприятие? Мне очень нравится.
быть ведущей. Оказывается, я думала, это легко, на самом деле это очень трудно, так, волнений очень много. Ты пой, Хамус мой, ты ведь знаешь, что там в душе моей творится пурга, метель. Ты понимаешь? О, дай мне крылья, я ведь птица, и мы взлетим с тобой в небо, и в блеске звезд тут смело. Найти покой сейчас нигде бы, я слишком высоко взлетела. Расскажите, пожалуйста, как прошло ваше выступление, как вас встретил зал? Хорошо. Нас зал встретил отлично, настроение у меня хорошее. С каким номером ты сегодня выступала? Я сегодня пела песню группы Артик «Облака». Один на двоих, с тобой мы разделим навсегда, но сквозь эти стрелы мы улетели за... Почему именно эта песня? Наверное, только потому, что у меня с этой песней такие самые яркие воспоминания. Каждый раз, каждое выступление их, да, это как бы по новой они раскрываются, как что-то прибавляется, у них постоянно радуется, конечно, это все на позитиве, и от этого мы тоже, родители, радуемся, от того, что детям нравится и получается, самое главное. Миша, расскажи, пожалуйста, нравится ли тебе сегодняшний концерт? Да. Может быть, есть номер, который тебе больше всего понравился? На чем ты захотела играть, научиться? На этой маленькой. На хамусе, да? Да. Я думаю, у зрителей останутся самые яркие, позитивные воспоминания. Мне кажется, такие вещи вообще никогда не забываются. История республиканской специальной общеобразовательной школы-интернат первого вида начинается с 25 октября 1951 года. На данный момент в школе обучается около 100 детей. Давайте прямо сейчас заглянем в стены республиканской школы-интернат первого вида. Республиканская специальная общеобразовательная школа-интернат первого вида была основана в 1951 году. В начале школы было всего 23 ученика, а педагогический коллектив составлял 12 человек. Сегодня школа-интернат – это современное общеобразовательное учреждение с хорошей материально-технической базой, высокопрофессиональным педагогическим коллективом, имеющее все необходимые документы и лицензии на ведение образовательной и медицинской деятельности. Коллектив школы состоит из более 80 человек, педагогов, вспомогательного и технического персонала. Реабилитационная работа направлена на развитие слухового восприятия, формирование произносительной стороны речи детей с нарушениями слуха и интегрирование их в общество слышащих. У нас урок начинается с фонетической ритмики. Мы сначала повторяем звуки, проговариваем звуки, после этого у нас начинается урок. Задаем детям вопросы. У меня как первый класс, я им задаю слухозрительные вопросы, а потом уже знакомые вопросы я закрываю рот, и даю им на слух. Дети у нас работают с этим коллективным аппаратом верботон, они очень хорошо слышат. Мои дети знают название чисел пределе 20, решают примеры, задачи решаем, а на втором полугодии мы начнем уже числа до 100. В школе обучается около 100 детей из разных районов республики. Важное место в учебно-воспитательном процессе занимает работа по социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, подготовка к будущей семейной жизни в обществе. Особая роль отводится трудовой подготовке. Выпускники школы-интерната, получившие рабочие специальности, трудоустраиваются на производство, обеспечивая себе и своим семьям стабильный доход. Мне нравится школа, потому что в школе все бесплатно. Бесплатное обучение, бесплатная медицинская помощь. Учителя и воспитатели учат нас жестам и речевое развитие нам делают. Я скоро, в этом году заканчиваю 12 класс и собираюсь поступать в Новосибирский государственный технический университет в Институт социальной реабилитации. И хочу получить специальность
педагога. Я хочу учить детей. У меня есть небольшой опыт. Я всегда помогаю воспитателям, учителям, и бывает помогаю в различных мероприятиях. Кроме общеобразовательных дисциплин осуществляется обучение по специальным предметам. Педагоги ведут предметные факультативы по информатике, математике, литературе, грамматике, танцевальный кружок, студию жестомимического пения, декоративно-прикладного искусства, кружок компьютерной грамотности, театра моды и спортивные секции. У нас студия «Уран» работает уже 9-й год. Занимаются в основном мальчики с 5 по 12 класс и девочки тоже. И мы делаем украшения из бересты, сувениры, женские нагрудные украшения. Мы постоянно участвуем на выставках, фестивалях, постоянные участники, лауреаты, дипломанты. И мальчики наши весной работают на заказ, принимают заказы, делают из бересты тоже женские нагрудные украшения. Также в школе-интернате первого вида проводится обучение в дошкольной группе по программе обучения и воспитания дошкольников с нарушением слуха от 3 до 6 лет. В нашей школе обучается 95 детей, из них 7 человек, это они находятся в интернате. В целом у нас начинается, то есть интернат, потом дошкольная группа, школьная группа. Наши выпускники учатся уже сейчас в Северо-Восточном федеральном университете, в Новосибирском техническом университете. Мы с ними поддерживаем связь. Очень приятно, что наши же ребята, которые учатся, допустим, в Новосибирском техническом, они уже вошли в колею, уже входят в состав актива. У наших детей нет комплекса о том, что он не слышит, что он не сможет учиться и тому прочее. Они учатся, занимаются, добиваются успехов в спорте. Мне кажется, это для нас самое главное, все, что нужно для наших детей. На этом у нас все. В эфире была программа «Вестник Харысхал». С вами была Айнара Мижева. До новых встреч!